Виден вануту маназу вараранке. То юбилейка калянда, ведь повестка. Повестка юбилейка калянда. Вот оно общество это надо. Группа гохтати бабди. Повестка волода. Мас халавон мактаман таханерит. Он пока убили ахатура. О, кихара хикаге, тоха. Бизнес и куватар гаратар ману писка. Звуку-то нарара. А? В преддверии самого волшебного праздника, встречи Нового года, Республиканская библиотека для слепых приглашает всех на главное торжественное мероприятие года «Лидер чтения 2021». Итоги 2021 года, награждение лучших из лучших, будут названы имена победителей в 10 номинациях. Лидер чтения 2021 среди читателей города Якутска. Лидер чтения 2021 среди читателей улусов республики. Библиотечный пункт года. Дебют года. Активный надомник. За творческое сотрудничество. Верность Луи Брайлю. Перспективная молодежь. Активный пользователь мобильного приложения. Активный участник мероприятий. А также вы узнаете имена победителей и номинантов республиканских конкурсов. Торжественное онлайн-мероприятие состоится 17 декабря в 15 часов на платформе Zoom. Не пропустите самое главное событие Республиканской библиотеки для слепых. Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие читатели. Вот и завершается 2021 год. Говорят и слова, и мне самому не верится, как же быстро летит время. И мы рады вновь приветствовать всех на церемонии чествования активных читателей «Лидер чтения 2021». Этот вечер мы проведем вместе со мной прекрасная Элина Заболоцкая и Герман Макаров. Сегодняшний вечер подведения итогов года нам приятен вдвойне. И знаете почему? А потому, друзья, что впервые итоговое мероприятие года под названием «Читатель года» был проведен аж в 2006 году. И в этом году нам ровно 15 лет. Ой, так мы сегодня празднуем настоящий юбилей. 15 лет – это срок небольшой, но и, согласитесь, не маленький. Это означает, что мы 15 раз отмечали наших дорогих читателей. То, что я сегодня стою на этой сцене, для меня, человека, который недавно присоединился к дружному коллективу библиотеки, большая честь. Вот готовилась я к роли ведущей, и была приятно удивлена, сколько же у нас замечательных читателей, идейных, вдохновленных, не устающих пробовать себя в самых разных начинаниях. Да, Лина, ты права. Читатели у нас действительно достойнейшие. 15 лет подряд, в преддверии самого волшебного праздника Нового года, мы отмечаем вас, дорогие друзья, по разным номинациям. Иногда они меняются, но неизменным остается главное звание «Лидер чтения». В конце мероприятия мы узнаем победителей в следующих номинациях. Номинация «Библиотечный пункт года». Дебют года. Активный надомник. За творческое сотрудничество. Верность Луи Брайлю. Перспективная молодежь. Активный пользователь мобильного приложения. Активный участник мероприятий.
И, конечно, наши главные номинации. Лидер чтения 2021 среди читателей, проживающих в городе Якутске. И лидер чтения 2021 среди читателей из районов нашей республики. Аплодисменты, друзья! Кроме того, мы сегодня узнаем имена победителей конкурсов, которые проводились на протяжении всего года. Это творческий конкурс среди детей и молодежи вдохновения, республиканский заочный конкурс среди сотрудников библиотек по созданию буктрейлеров «Книжный вояж», итоги сетевого читательского марафона онлайн-комьюнити «Книжный вызов», республиканский конкурс творческих работ «История одного путешествия», конкурс волонтерских инициатив «Шаг к добру» и фотоконкурс среди детей «Литературный косплей». А сейчас, дорогие друзья, позвольте предоставить слово директору Республиканской библиотеки для слепых Айталине Семеновне Корниловой. Дорогие наши читатели, верные друзья библиотеки, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и 15-м юбилейным лидером чтения. Как и полагается, мы в конце года подводим итоги. Этот год дал нам возможность немного выдохнуть от кризисного 2020 года. И в этом году, несмотря на всю сложность, напряженность ситуации, библиотека достигла немалых высот. А 2022 год ознаменован для библиотеки юбилейными мероприятиями. В 2022 году нашему дому исполнится 55 лет. Дорогие друзья, дорогие читатели, будьте здоровы, будьте с нами. Давайте сегодня пожелаем друг другу только позитивных моментов. Лидер чтения объявляю открытым. Благодарим вас, Екатерина Семеновна. Герман, мне прямо не терпится узнать имена победителей. И заметь, победителями становятся не просто так. Все их заслуги стали возможны благодаря упорному труду, стойкости, активной жизненной позиции, преданности чтению и нашей библиотеке. Полностью с тобой согласен, Алина, но погодите, не торопитесь, ребята. Прежде я предлагаю оглянуться назад и вспомнить достижения библиотеки за уходящий 2021 год. Год у нас прошел очень плодотворно, несмотря на сложности, связанные с пандемией. Мы неустанно трудились. В одном ролике мы собрали самые крупные наши достижения. Все это заслуга и итог сплоченной работы нас всех, библиотекарей, читателей, наших партнеров, друзей и всех. Прошу внимания на экран. Топ-10 знаменательных событий Республиканской библиотеки для слепых за 2021 год. Всероссийский вебинар «Язык, культура и творчество в библиотечном пространстве» среди специальных библиотек национальных республик России. Библиотека выиграла грант Всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры с проектом по волонтерству «Доброта в библиотечном пространстве». Цикл мастер-классов по внедрению проекта «Цифровое решение распознавания азбуки Брайля» в рамках реализации проведения Года здоровья в Республике Саха-Якутия. Запущен проект «Под сиянием Севера» по записи аудиокниг, говорящих книг, на языках малочисленных народов Севера Якутии. Празднование 50-летнего юбилея студии звукозаписи библиотеки. 15-летний юбилей общественно-информационного ежеквартального журнала «Камелек». Проведен библиотечный онлайн-урок «Незрячие герои» в рамках республиканского сетевого проекта библиотек «Читаем все». Состоялась премьера первого в республике спектакля с тифлокомментированием «Камень счастья» в Театре юного зрителя.
Сетевой читательский марафон. Онлайн-комьюнити. Книжный вызов 2021 с участием читателей специальных библиотек России. Презентовано мобильное приложение аудиокниги РБС на платформе iOS. Жадоғыттар, ити күрдік 2 тығынча хүрбе бір сыл әлбәқ сетихилях, үгіз үйрілях түміктенен әрелебіл. Келер саңы сыл өссел бәқ сетихилері ағылы ден әрелебіл. Ото бу болла. Бүгінгі тәрәйін государственный театрын эдер рыгыттарын толыруларыгар саңа жыллағы клип болғамтану экранға. Да, Олтар, қария қаттан болуыд. Ото бес көлінде кетел ачылады. Қанна баре ол бес көледе. Қайда қанна де. Бача хайдеке мегер дуа гейстен бар де. Хес, бидері, қайда үйгідуа ена жаннан, акары бұла. Жіпесінің қолбады барды бұда. Айылға! Суста қаланым намтабит, менірам бұчуға сижайбыт. Саңа жол жағылын тос қойбыт, саңа жылтулабын кергепбит, саңа жылтулабын кергепбит. Гына хинненер дерим уатта қария, мөғіл гына долуя теспер сүйер өріде. Гына хинненер дерим уатта қария, кірчік жоллықсың ихер сырдық аңын ария. Олықтың қаянда жіктені, Олтар, ең берік көстен бар бір қотыр. 1, 2. Саңа жол күйенін күтенлер, сүректер долгуя тебеллер, жол чағын сандара, әғірде саргылап саңа жыл, әғірде саргылап саңа жыл. Чик-чик гына химненер дерим уатта қария, мөғіл гына долуя теспер сүйер өріде. Чик-чик гына химненер дерим уатта қария, кірчік жоллықсың ихер сырдық аңын ария. Саңа жыл, саңа жол. Билигин самый долгутулах бастыгнары аттыр кеммектерді. Бүгін сыл бастыгнарын аттырын билдер ектері, саха сирин билдер ырыгыттара, Саха Республикатын государственный эстрада театрын артыстара.
Бастадан туран сыл бастың саңа ағачытыгар дебют года ден аналап туттарық бітін бағарабыт. Чақчы дағаны қас бирди библиотекаға саңа ағачы келері үйөрі болар. Сыл устата библиотека кенегелерін утумнақтық ақпыт ағачылар бұтаттарын білдереға эстрада театрын артистката Андриана. Добрый вечер, дорогие читатели! В итоговом мероприятии библиотеки «Лидер чтения-2021» в номинации «Дебют года» побеждают Максимов Валерий Николаевич и Гаврилев Сергей Егорович из Хангаласского района. Давайте дружными аплодисментами поздравляем победителей! Добрый вечер! Валерий Николаевич Максимовы, Онна Сергей Егорович Гаврилевы әғірділейбет. Иннегетін дағаны, кенегені арғы соңыстан библиотека бастың дағыттара болыңден тұран дипломнары Онна өйдібінік берістері тұттарабыт. Номинация «Активный надомник». Все мы знаем, что надомное обслуживание в нашей библиотеке играет ключевую роль. И во время пандемии значение надомного обслуживания как никогда велико. Наши читатели-надомники – это те люди, которые не представляют своей жизни без книги и своих любимых библиотекарей, с которыми общаются ежедневно. В прошлом году звание активного надомника досталось Владимиру Шарабарину. Кому же досталось это звание в этом году? Итак, внимание на экран. Номинацию представляет артист Государственного театра эстрады Константин Степанов. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня я объявляю победителя номинации «Активный надомник». Итак, победителем стал Сергей Алексеевич Кранин. Поздравляю от души! Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня я объявляю... По заявкам Сергея Алексеевича в этом году доставка книг осуществлялась регулярно. Сергей Алексеевич также получает памятный приз и награждается дипломом. Таптан ағачылар аудиокниги РБС мобильный сығырыны сөбілен тұғынамлар. Мобильный сығырыттан сақалы усура наимнелары тағынан подкастары істен библиотека үлетін сонунларын істерге, бұхатчы библиотека YouTube каналыгар, сайтыгар қолбанарға олыс табыгаста. Мобильный сығыры көқтөк ағачыта, битер активный пользователь мобильного приложения ден аналады кимыл бұтын, биллерер сақалы бұттақ әлбәғірі аптара ұрығыт әрхан. Körböttör anal bibliotekalарын үләһеттерин, оның әреллә ағатчыларын бұл үйнен әрі сарғылақ саңачылынан үтетегістіннек әғаттелейбен. Библиотека 2-ші шүрбәбі сылы түміктүр бастың ағатчы тәрәйнігер мұхынны бұд. Мобильный сығыриға аудиокнигар біз бастың ағатчыта анал ады ылар Москвитина Зоя Афанасьевна. Үтетегістіннек әғаттелейбен бері қайын! Мобильный сығыры самын бастың ағатчыта атыл бұтынан Зоя Афанасьевна нағарделе қайын. Библиотека бұл саңаны оны дұрғауыны ұстары студията үйе аңара ағылы бұт кенегелері ағачылары бұт күрутын аға сайында билейлерін қаңата тұрдынлардың әден тұран кайылаға диплом, онына өділінек біріз тұттары бұт. Прекрасно, что новые технологии не стоят на месте, продолжают развиваться с темпами современной жизни. Но как бы ни менялась наша жизнь, сколько бы гаджетов и новых супер-устройств не появлялось вокруг нас, есть кое-что, что останется навеки. Как вы думаете, что это? Ирина, может, ты знаешь? Герман, ты нашел, у кого спрашивать. У меня же сценарий на руках. Даже если бы у меня сценария не было, дорогие друзья, я бы сказала, что это система Брайля. Системе более 200 лет, но актуальности она не теряет и по сей день. Да, Лина, конечно же, это система Брайля. И вы, конечно, догадались, что пришло время объявить на победителей. А их у нас двое в номинации «Верность Луи Брайлю». Внимание на экран. Номинацию объявляет артистка Государственного театра эстрады всеми нами любимая Тамара Попова. Здравствуйте.
Барагытын кәлер саңайжынан истирақтан ағардалибин. Библиотека төмөктүр тирәһенегер Верность Луи Брайлу кайылақтарынан болулар Корнилов Валерий Русланович, Онна Потапов Николай Егорович. Мәңе қамаластар. Мақтал әйеға әғарды болды. Также мы поздравляем наших победителей Корнилова Валерия и Николая Потапова из Мегина Камгаласского улуса. И они награждаются дипломами и ценными призами. Герман, bu iki tuyunca bir sılga bu kurduk kuyar setiminlenge tehel bakterehin aspıda bola disanıgını. Темен атықпына сүйістен бағы болады. Ағаяғы явны болбады. Сеп кетаған. Сүйістен тақса ақсаннақ, арас қабаннақ тәрәхіндер үтілі бұттыра. Интерехіне көрсіхүйлер, мастер-класстар, лекциялар, акциялар. Төхадағаны интернет сетіміннің үтілі бұттары неген біге ағачылар бұт мәлже көқтақтыр. Иннегеден туран сыл түмігінен библиотека үтар жағаларын самай көқтақ кыттылақтарығар активный участник мероприятий алалат кыйлақтарын биллерер, саха серегер биллер артист, шоумен, блогер Клим Федоров. Библиотекаларын үләһеттерин, оны тәңе тоқ бар клиентлерин әгіріне барығытын, кәлін әр саңа жылдыраға негілен еті істің әғіртедін ғыра-ғыра табиғи қанықта керендірін. Деге бүгін бұқа бары мұғынны бұд сылы түміктүрі тәрәхіңнер, білден тұры бұйылғы сылғы самай көптар, әлбақ кенігіні ақпын жоңға әлияқа анан бірістері тұр ордылар. О күрді бүгінгі күнген оны әтәрческе тіксен тұрыбын. Активный участник мероприятиеден анал ат кеңерелер Иван Семенович Қатылаевқа, оны тәңе мәңі қаңылыстан түріттәқ Марфа Васильевна Алексееваға. Әйеқа ғыбы күрдік үрдік ат кеңерелі бітінен етістің әғардені ғырақ Доминикана серіктен әйеқа сердебін. Манна ити плюс 30 градус әйеқа үрісілас бар болдың үрдіктігер күн уатты үрдіктігіқтің сырдық қаллан бар болдың. Кенегені ағар кеге өйханата үрі ұрас, кенегені ағар кеге әрді түйәйбет, онан қырдатыңғыр. Тұскүтігар тұханың кенегені әлбәқті ағыр. Өсі дүгіл етістің әғардәр. Ұлықы көсті қағам састақ ағачылар бұдығар, мән қалыс ұлғыттан Марфа Васильевнаға, онына Жекуса городын Иван Семеновичка сылбасыңлары бол бұкутынан әғір білейбет, онына өдібінік диплом, онына біріз тұттара бұд. Түгі қаларыстар, өнеге кебірдаған салмағаты Мақтал. Чапыдыр хұрыйым бейі кәлін бардың ағық бұд, әстеқ бұд. Онтан Марфа Васильевна бүгін бейеға қалбанын олар болуқтақ. Марфа Васильевна? Үтө күнінен болын бүгін маңна мұстымыт. Мә қағыластан итестен әғарды. Бүгін маңна мұстымыт бары сыл түмігін тахарар бары комиссияларға, жюриға, онна кинлер активный кыттылақтарыгар ити истен әғардевін тиреддевін. Бұ бігі тәхедағаны диеға олордор бұд республикатағы мәлтоқты көрір инвалидтер Ош составаларын библиотекатылын үләһеттері коллектива сүрдәғ әлбәқ бихеқа үләні үталлар. Бихекінлерге мақталбыт улахан. Мақтанабыт, бихеге тәрәхендер бітігер кыттарын ехін мақтал, онна иннектен да көқтөқтік кытта дұроден бире әрінебіт. Мы, дорогие друзья, движемся дальше. И наша следующая номинация – «Перспективная молодежь». Хочу заметить, вся молодежь нашей библиотеки очень активная, что не может нас не радовать. В разные годы похожие номинации получали Сахая Данилова, Мичил Моисеев, Аял Сивцев, Арсен Дичковский и другие. Все эти годы, все эти и другие ребята являются молодым поколением наших читателей, за что им безмерно благодарна. А нашего сегодняшнего победителя объявит талантливый певец, любимец публики Селия Уорла.
Үтө күнүнен болуктун Букабар библиотека үлэхеттере, онна ағатчылары. Эгетин келен ер саргылах, саңа сылны нәгадделибин, онна жабу ахныры сылы түмүктү, сыл бастың ағатчыта ден терәңе, сыл бастың эдер үтчата ден аты ылла Окойомова Сардана Алексеевна. Букабары эгадделих кайын, онна үтүүнү үчүгейи багарых кайын. Сардана Акаевна Горделибит, и также мы вручаем диплом и памятный приз. Герман, эн сахасырын самай ырах сытар улустардан камыттар билган. Тучулан самый рах улугын аттавазым болады. Хадахара артика хатар анабыр, булун, улуяна иде битеду. Оннук. Биги библиотека вот ағатчылара бүтін сахабыт сиринен олырылдыр. Улустары кытары үліға библиотечнай пуннары кытары ситимнәх үлетімігер библиотека өмөтінен қатчии териллер. Сыл бастың үлеләх библиотечнай пунун. Библиотечный пункт года аты биллерер ағатчыны кытары үлелер сала сүрін библиотекара Ульяна Чичигинарова. Көрсек қайын. Келен ері саңа жылынан күнді ағачылар бұд, коллегалар бұд. Сыл бұд түміктенері бәрт ағаяқ күн қалла. Бұл күнлерге қас бірді бұд, қас бірді кейі, терілтелер, бары бәбітер түмік оңасты бұд. Онна инеки сылға бұл ағын ер сылға зүдігілерден бәрт әрелләқтік саңа сылға үктене бұд. Инне дейін туран, әден туран, 2 түйінча сүрбе 1 сылға. Сыл бастың библиотечный пуна аты қаннық улус ылар әбді. Жәрі көрі бүт, долгуя бүт, сеп, сыл, 2 түйінча сүрбе 1 сылға, сыл бастың библиотечный пунын атын ылар, Амматағы кинемет библиотечный систем. Эгаделен келебет директор Сутакова Елена Михайловна. Амма улуға бұл сыл устада библиотека ұйтар арас тәрәйінлерігер көқтөқті күттан, оны бір күтары системнәқті күлелер бір басты үлеләқ библиотека болан бұл нағыраданы ұлар. Мақтанам. Әғардені күтары кенлерге диплом, онна өйді бүнік бәләқ тұттарылар. Среди наших читателей много активных родителей, молодых мам, помощь которых не измерить никакими званиями и наградами. Мы им безмерно благодарны их идеям, вдохновению, неустанному труду. Они настолько творческие, что каждый раз мы, прямо скажем, бываем в приятном шоке от их мастерства и таланта. Итак, победителей в номинации за творческое сотрудничество объявит артист Государственного театра эстрады Николай Гоголев. Внимание на экран. Приветствую всех, дорогие друзья. Ведь не зря говорят, что талант – это дар. И 1% – это талант, и 99% – это труд. Дорогие друзья, я с удовольствием объявляю победителей в номинации «За творческое сотрудничество». Победу разделили две прекрасные мастерицы. Это Олеся Эдиковна Кондратьева и Феврония Константиновна Азарова. Поздравляю! Поздравляем наших победительниц и вручаем им дипломы и памятные призы. Мы поздравляем всех наших номинантов и дарим вам музыкальное поздравление в исполнении молодых талантов библиотеки Сарданы Акаемовой, Мичила Моисеева и Романа Винокурова. Bari tabiye bi, bir
көстөрдүй отунан сириден иннигер устар соллары иннигер устар соллары ол эрен олоп бутсуала барита керенен толбаттугана урус күннериден ким даганы күремет олону бериммет болоун инни биттеки жулумо эйеле эреле боло олоп бут керетин харысты Энгерикин сарыданатын, олоғын сиридик оттарын, ол көстөрдү отунан сириде, иннигер устар соллары. Иннигер устар соллары. Энгерикин сарыданатын, олоғын сиридик оттарын, ол көстөрдү отунан сириде, иннигер устар соллары. Иннигер устар соллары. Энгерикин сарыданатын, олоғын сиридик оттарын, ол көстөрдү отунан сириде, иннигер устар соллары. Иннигер устар соллары. Друзья, наконец настала пора объявить главную номинацию года. Стоп! А это же мы узнаем попозже. Имена главных номинантов мы пока оставим в секрете. Дорогие друзья, сейчас подошло время узнать имена победителей конкурсов, которые проводились нашей библиотекой на протяжении всего года. Молодое поколение библиотеки – это особая возрастная категория читателей в каждой библиотеке. В рамках целевой программы поддержки детского и молодежного чтения «Молодое поколение» проводятся конкурсы, многочисленные мероприятия. Для объявления итогов 4-го республиканского литературного конкурса творчества вдохновения и детского фотоконкурса «Литературный косплей» приглашаем заведующую отделом учета документов и библиографии Евдокию Герасимову. Добрый день, дорогие друзья, читатели, уважаемые наши коллеги. Сегодня для нас, сотрудников РБС, я думаю, что и для наших читателей, совершенно особенный день. Мы подводим сегодня итоги всей нашей годовой деятельности, нашей творческой работы. И мы очень рады, что вы были рядом с нами весь год, что приходили в библиотеку, несмотря на сложности, читали книги. Ну и, как говорится, держали нас в тонусе. И на протяжении всего года, как было сказано, мы провели немало конкурсов, и сейчас настала пора узнать имена победителей. Начнем мы с наших юных читателей. Специально для них мы проводили фотоконкурс «Литературный косплей». Все, что требовалось от участников и их родителей, это обычный смартфон и полет фантазии. Мы попросили ребят изобразить любого персонажа, поэта или писателя. Итак, не буду вас долго томить. Номинация «Лучший литературный образ» достается ученику 4 класса из села Оргет Верхневилюйского Улуса Леонтию Наговицыну.
Он изобразил двух величайших поэтов Александра Сергеевича Пушкина и Платона Алексеевича Аюнского. Номинация «Лучший сказочный образ» достается Ангелине Шепелевой. Ангелине всего 9 лет. И, как мы знаем, она очень любит читать и смотреть волшебные сказки. Они с сестрой Амелией изобразили Элизу и Анну из «Холодного сердца». Номинация «Лучший волшебник» достается патарианцу Данилу Кондратьеву, ученику 3 класса. Данилу сестра Диана в образе Гермионы Грейнджер и папа Сергей Андреевич в образе самого темного лорда Волан-де-Морта. Все ребята большие молодцы. И отдельное спасибо, конечно, родителям за творческий подход. Это ведь не просто сделать фотографию. Сама идея поиска декораций, костюмов, грима – это уже непростая задача. Фотографии вы можете увидеть в нашем инстаграм по хэштегу «Литературный косплей РБС». Всем большое спасибо. Всех ждут грамоты и призы. Итак, продолжим. 4-й республиканский конкурс литературного творчества среди детей и молодежи «Вдохновение». В этом году конкурс был приурочен Году науки и технологий, извините, о чем говорит само название «Время будущего». Мы предложили ребятам пофантазировать на тему новых технологий и сервисов, каким будет мир будущего через 100, а может даже через 1000 лет. Как мы будем жить, кто нам будет помогать, может, везде будут роботы, возможно, так. Все участники со своей задачей справились, и совсем скоро их произведения выйдут в виде сборника. Всего на конкурс поступило 9 работ. Итак, среди детей от 7 до 13 лет отмечаются в номинации «Поэзия» Бахром Яковлев. Номинация «Проза» Данил Кондратьев. И в номинации «Публицистика» Леонтий Наговицын. Среди молодежи от 14 до 35 лет отмечаются в номинации «Поэзия» Мирослав Захаров. Третье место достается, в номинации «Проза» 3-е место достается Сафронову Владиславу. И 2-е место достается Григорьеву Джилусхану. Напомню, это номинация «Проза» у нас идет. И, наконец, 1-е место разделяют между собой Сахая Данилова и Кюней Никитина. Мы поздравляем вас, ребята. Работа оценивали член Союза писателей и Союза журналистов Якутии, старший научный сотрудник Национальной библиотеки Ангелина Афанасьевна Кузьмина, а также учитель русского языка и литературы СОЖ номер 7 Ирина Михайловна Винокурова. Всех ребят ждут подарки и грамоты. Спасибо большое. Спасибо, Евдокия Николаевна. Мы поздравляем всех победителей, участников конкурса литературного творчества. Пусть каждый в наступающем году узнает, почувствует состояние вдохновения и душевного подъема. Республиканская библиотека для слепых в этом году впервые запустила сетевой читательский марафон онлайн-комьюнити «Книжный вызов-2021» с участием читателей специальных библиотек из разных уголков нашей страны. Суть марафона состояла в общении, обмене мнениями между читателями специальных библиотек. В течение года состоялось 4 встречи. Для подведения итогов читательского марафона приглашаем Валентину Семеновну Рожину, библиотекаря отдела обслуживания. Иногда просто прочитать книгу недостаточно. Хочется поделиться с кем-нибудь о прочитанном. С чего началось наше общение через книгу? В самом начале мы сделали подборку книг юбиляров года, из которых путем голосования участниками-читателями были отобраны произведения Джека Лондона «Белый клык», Арчибалда Кронина «Замок Броуди», Колина Макаловым «Поющие в терновнике» и Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме».
Каждая встреча была ценна и ожидаема. Нашими постоянными и активными участниками стали Людмила Васильевна Жаданова и Станислав Сергеевич Колесников из Адыгейской республиканской специальной библиотеки для слепых, Владимир Давыдович Гей из специальной библиотеки Кузбасса, Александр Александрович Краснов из Чувашской республиканской библиотеки, Татьяна Александровна Лапина и Агриппина Михайловна Кирьянова из Приморской краевой библиотеки для слепых, Любовь Гаврильевна Олесова и Надежда Ивановна Васильева из Республиканской библиотеки для слепых. Все участники награждаются дипломами и памятными подарками. Еще раз поздравляем участников читательского марафона. Радует, что наши участники изъявили желание продолжить наш читательский марафон. Думаем, география марафона еще больше расширится. Герман, я знаю, что ты любитель путешествий. Что ты обычно привозишь из поездок? Ну, как бы банально это ни звучало, магнитики, сувениры, фотографии и, наверное, воспоминания. Да, самое ценное – это воспоминания о путешествии. Некоторые из них хочется оставить только для себя, а вот с некоторыми хочется поделиться со всем миром. Сейчас давайте узнаем имена победителей республиканского конкурса творческих работ «История одного путешествия». Победителей конкурса объявит библиотекарь отдела обслуживания Гаврил Максимов. Конкурс проходил с целью повысить творческую и познавательную активность незрячих и слабовидящих людей и использовать фотографические путешествия и туризм как средство для разносторонней реабилитации инвалидов по зрению. Ну вот и подошел к концу наш конкурс. Спасибо вам за то, что приняли в нем участие. Все ваши работы были достойными, но некоторые все же оказались более запоминающимися. И жюри сделало свой выбор. Третье место занимает Алексей Соловьев, Намский Лус. Второе место занимает Мария Николаевна Пассар, город Якутск. И первое место занимает Сахая Данилова, город Якутск. Поздравляем победителей и ждем их за призами. Еще раз всем большое спасибо. Участвуйте дальше в наших конкурсах. Спасибо, Гаврил Анатольевич. В целях реализации городского проекта «Доброта в библиотечном пространстве», также развития и формирования культуры волонтерства проведен конкурс волонтерских инициатив «Шаг к добру». В этом году, да, как мы уже говорили, наш проект выиграл всероссийский конкурс волонтерских центров в сфере культуры на дальнейшее развитие нашего проекта. Мы благодарим всех наших волонтеров за вашу заботу и за вашу работу. Так, в номинации «Шаг к добру» у нас победителем становится наш самый активный волонтер в нашей группе «Досуг РБС», который регулярно делится с нами своими рассказами. Это Зоя Владимировна Николаева. Поздравляем еще раз. Действительно, волонтерство – это порыв души, это то, что нельзя объяснить словами и уложить в какой-то термин. Это суть человека, ведь совсем немногие могут просто так от чистого сердца сделать что-то для других. Но такие люди есть, что очень приятно в нашей библиотеке. Еще раз примите большое спасибо от имени всех наших читателей и всего коллектива. Ежегодно библиотека проводит республиканский заочный конкурс среди сотрудников муниципальных библиотек. В этом году был объявлен конкурс по созданию буктрейлеров «Книжный вояж».
Поступило много конкурсных работ из разных уголков нашей республики. Думаю, участники все сегодня подключились к нам, и им не терпится услышать итоги конкурса. Слово передаем Евдокии Герасимовой. Так как вы поняли, самые крупные конкурсы мы оставили напоследок. Хочу сказать, что мы проводим подобные конкурсы профессионального мастерства среди муниципальных и сельских модельных библиотек с 2017 года. И в этом году мы провели конкурс по созданию буктрейлеров под названием «Книжный вояж» с целью популяризации литературы с использованием современных информационных технологий. Всего в конкурсе приняли участие 15 библиотек. Отдельное спасибо Амгинской МЦБС за активность и отличную информационную работу. Всего из этой сети участвовали целых 6 библиотек. Хочу сказать, что мы очень приятно провели время за просмотром всех работ. Мы получили огромное удовольствие. И спасибо вам большое за это. Каждая работа по-своему уникальна. Во многих буктрейлерах использованы архивные видеоматериалы. Порадовало, что Амгинская центральная библиотека и детская библиотека Чарапчинская МЦБС дополнили свои работы тифлокомментированием. Также очень здорово, что многие библиотеки привлекли к созданию буктрейлеров своих читателей. Скажу и об ошибках. Бесспорно, все работы очень хороши, но есть те, где нарушена тонкая грань между виртуальной выставкой и буктрейлером. Также в некоторых работах раскрыто практически полное содержание книги, в том числе самые ключевые моменты. Цель буктрейлера – это заинтересовать читателя, чтобы у него появилось желание самому прочитать книгу. Но сейчас перейдем к итогам. Итак, среди муниципальных и центральных районных библиотек третье почетное место достается ЦБС Мегина Кангаласского улуса имени Сосина. Маргарита Егоровна прислала на конкурс 2 работы, но особо можно отметить буктрейлер по книге Сарданы Кулаковской «Бирге Агырка». Очень легкая, не перегруженная, с добавлением отзывов от читателей. Поздравляем! Второе место занимает Сунтарская ЦБС за буктрейлер по книге из серии «Сунтар Лонходойдута». Очень качественная работа, отличный видеоряд, и смотришь, и прямо гордость берет за культурное наследие нашего народа. Поздравляем! Первое место. Первое место по единогласному решению достается ЦБС Среднеколымского улуса за буктрейлер по книге Эммануэль Пирот «Сегодня мы живы». Коллеги сняли настоящий шедевр. Буктрейлер получился как маленький фильм, а читатели участвовали в качестве актеров. И самое главное, цель буктрейлера достигнута в полной мере. Мы все, которые смотрели работу, очень захотели книгу эту прочитать. Итак, переходим к модельным сельским библиотекам. Третье место занимает совместная работа Кобяйской модельной сельской библиотеки имени Кобякова и Калининской сельской библиотеки по книге Тимофея Сметанина «Кюрягей». Поздравляем! Работа отличная, очень качественный видеоряд, звук очень хороший и, самое главное, оставляет очень приятное послевкусие после просмотра работы. Очень хорошая работа. Второе место достается Мгучинской сельской модельной библиотеке Кобяйской МЦБС за работу по книге «Ноату» Светланы Самсоновой. Очень добрый, искренний ролик за несколько минут, заставляющий окунуться в детство. И очень здорово, что были использованы иллюстрации из книги. Поздравляем! И, наконец, первое место. За работу по книге Ивана Корякина «Тулу Карага» занимает Амгинская модельная сельская детская библиотека имени Жожикова. Очень добротный буктрейлер, который смог передать атмосферу самого произведения о жизни нашего народа во время войны. И за несколько минут испытываешь целую гамму чувств и эмоций. Поздравляем вас, очень хорошая работа. Но подождите, мы еще озвучим номинации. А сейчас аплодисменты первому месту. Итак, номинация «Лучший буктрейлер с тифлокомментированием» достается детской библиотеке Чарапчинской ЦБ за буктрейлер по книге «Кот по имени Боб».
И номинация «Самый душевный буктрейлер» достается Чакырской сельской модельной библиотеке имени Илларионовой Ангинской МЦБС за работу по книге «Таптал Тёрть Муннуга». Мы поздравляем всех победителей, всех участников ждут сертификаты, победители будут награждены призами и грамотами. Все работы в скором времени будут выложены на нашем сайте в разделе «Профессионалам». А также хочу отметить, что выбор книг у всех был отличный, очень хороший. И обращаясь к коллегам, снявшим ролики по книгам, изданным внутри Наслега, хочу сказать, что если у вас появится желание выпустить книгу в звуковом формате, можете к нам обратиться, мы с удовольствием вам поможем, и, возможно, будет еще и звуковая книга. Хорошо? Спасибо всем большое, поздравляю победителей. Благодарим Евгению Николаевну. Вот и настало время объявления победителя в самой главной номинации «Лидер чтения-2021». Начиная с 2006 года Республиканская библиотека для слепых выявляет лучших из лучших. По традиции в главной номинации у нас два победителя. Лидер чтения среди читателей улусов и города Якутска. Победителя в номинации «Лидер чтения-2021» среди улусных читателей объявляет Пухова Светлана, библиотекарь отдела обслуживания. Күндү төрәчләр бит, онна истәчләр бит. Әйгене келәнһәр саға жылынан әгәрдәлибен. Он бәһис сылын ытыллар лидер бастың ағачыны быһарар күммет тирән кәлбетенән өссө түгел әгәрдәлибен. Он бәһис түгел тақсабын гынан баран симбир, он бәһис түгел долбуябын. Катақтана абонемент бастың ағачытынан Богданов Николай Иванович. Паңалас улуғын алақтаға. Беге библиотека бітігер 2-7 солтан ағар. Бұл сыллар тоқары кені араз кассетаттан сағалан біліңі кемірді білінен флеш картаға тие істәхілдер. Таубыт кенігетін флеш картаға соруйтаран істер. Николай Иванович бастың ағачытынан аттанна, өсі дағаны өт сылларға ағар кенеге арғыстақ библиотека әрелер доғыра боларғар бағарабыд. Үрі ылласпатын, жаң тарипатын ден баға сана бастығын етебет. Барығытын кәләм ер саға жылынан өсі түгіл ағарталибін. Поздравляем Николая Ивановича. Ему вручается также диплом победителя в номинации «Лидер чтения-2021» среди улусных читателей и ценный приз. Победителя в номинации «Лидер чтения-2021» среди читателей города Якутска объявляет Валентина Рожина, библиотекарь отдела обслуживания. Библиотека – это прежде всего книги и читатель. Каждый год наша библиотека охватывает чтением более 2000 человек. Проводниками между книгой и библиотекарем являются наши дорогие читатели, частичка души которых заключена в каждой библиотечной книге. Итак, в номинации «Лидер чтения» награждается Митиль Александрович Моисеев. Наш самый преданный, отзывчивый читатель, который с малых лет много читает, дружит с нами, активно участвует в библиотечной жизни, не раз занимал призовые места в различных конкурсах. Митиль, мы искренне поздравляем тебя с заслуженной наградой
Желаем тебе крепкого здоровья, успехов в учебе, счастья в личной жизни. Дорогие наши читатели, всех поздравляю с наступающим Новым годом. Еще раз поздравляем Мичила Моисеева. Мичил также награждается дипломом победителя в номинации «Лидер чтения 2021» среди читателей города Якутска и ценным призом. Мичил, баргын, да? Барбын. Мақтал болуқтың, күнді бастабыллақ библиотека бұд активистера, ағатчылары өләхеттері. Тобу биге библиотека бұд бар болан, әлбәғі білебет, көребет. Именно бұл ағы ері өттінен болбақ күттін. Бұл биге таламбытын егін ария бұд. Бұл спектакль дағыны болуын, туақта болуын осыйынан бұл. Мен онтан таққағыл тұқары олық, оғыр дәқпіттен, хүджек бұттын олық. Бұл мигин ағарға дағаны бұл осыйынан таламын да арьерға хатабатта туақпытынытта хатыр болабыт. Onun библиотекаларым үліхеттерігер ес сүрәк біттен. Кәлен ер хаңа жылынан барғытын әғірдәлі болу оқтың. Мичил итүділерін ер мақтал. Білген, маған әрдет бітім көрдік баға саналар ғытын чатқы хүріп болақына аған екендер. Кемемет түгірім әтен бағарар болағына бағалыста камерадан қол бұл бұд, звук бұдан қол бұл бұд, онына баға санауыдың әдебет. Кемді оқта чатқы тұға бит барды. Пожелание күлтік барды. Всем спасибо. Ощущение новогоднего праздника полностью накрыло 9 Ура, спасибо, 9 Зоя Имикурук, Сергей, 9 О, терахин ыппыт күнүнен бар ыппыкытыр барытыр ититигистенник мактанабын. Онна үйден ихер 2 тыгынча сүрбекке сылынан баргытына гардалибин. Бұл көрбеттерген алла библиотека бар болан бігі әлбәғі білебет, әлбәғі ағабыт. Оны тәхеді бұл ұсты қамсы ғырытын кемігер, кенеге долгынығар ойдаран, сири дойдыны көрен істен кәлбет күрдік санан абыт. Кенеге бігеға сырдыққа солы арыяр, әлбәғі білерге аны арыяр, били анын арыяр. Кенегені ағар кеге әлбәғі білер әлбәқ сайдыны ылар, әлбәқ үйерәғі ылар. Бәйтін күргазорын қаңатар. Оны кекелер дасылларға бұл библиотека анығы саңа сайды олақ тәтеменен сайда тұрдың, онна манық тәрәхінлер әлбәқтік ұтылыннар. Онна кыкыттан ихин библиотека тәрәхінлергер көқтәқтіктен баға санабын әтәбін. Үйде санағын, баға санағын ихин мақтанабын. Прибынан Николай Ивановичтен өбілі әбі. Мақтал. Мақтал хан дебеттер аматағы о библиотеката саңа жылынан ағардылебін, сетихелер, сеттен істемлер дебет Марфа Васильевна. Барғытығар келен әр саңа жылынан дебеттер. Онда кемеметтіл әдер дәсі? Баға санатын үлестен. Республиканская көрбеттер библиотекаларын коллективігер келен әр саңа жылынан дебет. Парол Дарья Николаевна. Дарья Николаевна, дұрабы. Төліттевет бағалақта. Білген қартысқа төйетті барық мопсай. Бағалыста бары қартыс камерағатын қолбан. Николай Камеран, Холбо, Алисия, включите свою камеру, общее фотографирование. Теперь сейчас модно же делать фотографии вот так вот в зуме. Так, все включаем свои фотографии. На раз, два, три. Кто там у нас еще не включил камеры? Ой, как хорошо, как будто все здесь присутствуют. Да, как будто мы с вами прямо рядом стоим. Всем еще раз привет. Включаем камеру на раз, два, три. Делаем общее фотографирование. Но я без микрофона скажу, да, потому что я... Так. Улыбаемся. Раз, два, три.
Дорогие друзья, вот и завершается торжественное итоговое мероприятие «Лидер чтения-2021». Мы благодарим вас, дорогие наши читатели, коллеги, партнеры, наши дорогие волонтеры, родители, что вы были с нами. Сердечно поздравляем вас с наступающим 2022 Новым годом. Пускай все хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдет продолжение в году наступающем. Желаем вам крепкого здоровья, осуществления всех замыслов и планов. До новых встреч, дорогие друзья!